Ну, вот и все. Загадывательный рисунок готов. Здравствуйте, девочки и мальчики. Интересно, справится с отгадкой Лолочка или нет? Конечно, справлюсь! Здравствуйте, ребята! Привет, Лолочка! Знаешь, я мастерица всякие загадки отгадывать. Да? Да. А ну-ка, дай посмотрю. А вот интересно, найдешь ли ты на этом рисунке... Да я уже нашла. Вот это крокодилище из сказки Корнея Чуковского «Краденое солнце». Ой. А вот это дальше Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф из сказки «Три поросенка». Верно? Ну, то, что это 3 поросенка, да, верно. Знаешь, они радуются, что от волка спаслись. А дальше... О, непослушный колобок, который убежал от бабушки с дедушкой. Ох, и 3 медведя тут. Ой. Все, нашла! Я всех сказочных персонажей нашла. Ну так-то, оно так. Только вопрос мой не в том, какие персонажи здесь изображены. Да? Да. А что же тогда я должна найти? Ты должна найти тех, кто спрятался. Так, что-то не видно. Ой, там какие-то музыкальные инструменты. Интересно, и что они тут делают? А это тебе подсказки из сказки. Так тут спрятались какие-то сказочные персонажи. Ой, интересно, а почему они спрятались, а? Ой, у них такая серьезная причина прятаться. Да? Они от хозяев прячутся. Ха. Задумалась? Ага, Хочешь, подскажу? хочу. Вот слушай. Машет радостно хвостом, когда идет хозяин в дом. У нее удел таков, дом хранит от чужаков. Ага. Да ясно же, это собака. Собака это. Верно, верно. А дальше сможешь разгадать? Легче простого. Вот слушай. Давай. Мордочка усатая, Ага. шубка полосатая. Ага. Часто умывается, но с водой не знается. Часто умывается, но с водой не знается. Нашла! Так это же кошка! Да! Так. Ты молодчина, догадалась. Так, собака, кошка, а еще гитара, скрипка, барабан, балалайка. Так, кто же на них играет? Я догадалась! Как это ты все прекрасно придумал! Ты спрятал за музыкальными инструментами собаку, кошку, а еще ослика и петушка. Верно? Да. Это герои сказки, бременские музыканты. Да, точно, верно, правильно. Молодчина, Лолочка. Как же ты это все придумал-то? Ну, сюжет прямо-таки детективный, Азиз. Интересно, а почему же животные прячутся от своих хозяев, а? Я вижу, вы здесь не скучаете. Да, Лола? Нет, Азиз? не скучаем. Какая замечательная картина. 3 поросенка, колобок. Молодцы, спасибо. ребята. Тетя Сейчас, Мунира, сейчас. это Азиз нарисовал. Ну, молодец, Азиз, молодец. Спасибо. Здравствуй, Лолочка. Здравствуй, Азиз. Здравствуйте. Здравствуйте, мои маленькие друзья и уважаемые родители. Вы так здесь бурно общались, что мне не хотелось вас перебивать. Но думаю, самое время помочь вам. Азиз, а какой вопрос тебе задала Лола? Лоле было интересно, почему же персонажи сказки «Бременские музыканты» прячутся от своих хозяев. Ага. Понятно. Лола, ребята,
Сейчас я вам прочту вот эту историю. Бременские музыканты. Ой. И я думаю, что вы обязательно найдете ответ на свой вопрос. Согласны? Согласны, Да, согласны, да. тетя Ну Маруся. хорошо. А мы слушаем внимательно. Ага. Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел. Хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице. Таскал на спине кули с мукой. И вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы. И выгнал его из дома. Испугался осел. Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб. А потом подумал, пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом. Так и сделал. Пошел в немецкий город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничья собака. Язык высунула и тяжело дышит. «Отчего ты так запыхалась, собака?» – спрашивает осел. «Что с тобой?» «Устала», – говорит собака. «Бежала долго, вот и запыхалась». «Что ж ты так бежала, собака?» – спрашивает осел. «Ах, осел», – говорит собака, – «пожалей меня». Жила я у охотника, долго жила. По полям, по болотам за дичью для него бегала. А теперь стара стала. Для охоты больше не гожусь. И задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежала от него. А что дальше делать, не знаю. «Пойдем со мной в город Бремен», – отвечал я осел. «Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший, ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть». «Что ж, — говорит собака, — пойдем». Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят, сидит на дороге кот. Печальный сидит, невеселый. «Что ты такой невеселый?» – спрашивает собака. «Ах, – говорит кот, – пожалейте вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дома. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю». Осел ему отвечает: «Пойдем с нами, кот, в город Бремен, станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на скрипке играть, собака петь и в барабан бить, а я петь и на гитаре играть». «Что ж, — говорит кот, — пойдем». Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух и кричит во все горло: «Кукареку!» «Ты чего, петушок, кричишь?» – спрашивает его осел. «Что с тобой случилось?» – спрашивает его собака. «Может, тебя кто обидел?» – спрашивает кот. «Ах, – говорит петух, – пожалейте вы меня, осел, собака и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются мои хозяева сварить из меня суп. Что мне делать?» Отвечает ему осел: «Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь, на скрипке играть, собака петь и в барабан бить, а я петь и на гитаре играть». «Что ж, — говорит петух, — пойдем». Пошли они вместе.
Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи, петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Ребята, это только половина истории. Ой. Ну что, Лолочка, ты нашла ответ на свой вопрос? Ой, как жалко мне этих бедных животных, ослика, собаку, кота и петуха. Так жалко. Знаете, они стали не нужны своим хозяевам и в итоге убежали, чтобы остаться в живых. Вот. Ой. Верно, верно, Да. Лолочка. Ой, так вот откуда берутся бездомные животные. Не виноваты ли в этом мы сами? Ой, некоторые люди безответственно относятся к своим домашним питомцам. Да. Нередко хозяину становится в тягость его обязанностей. Ой. И если он безжалостный человек, то перестает пускать животное в дом. По вине таких людей очень многие кошки и собаки становятся бездомными и очень несчастными. Они тоскуют по хозяину. Без тепла из-за недостатка пищи. Ой, многие из них начинают болеть. О. Верно, верно, ребята, верно вы все говорите. Мне их жалко, тетя Мунира. Жалко. К сожалению, некоторые взрослые гуманны к своим животным, а к уличным безразличны и порой даже бывают жестоки. Ой. Да. Ой, мне хотят на день рождения подарить щенка. Щенка? Да, но я скажу, чтобы не дарили пока. Я еще не готов. Я должен узнать, что нужно сделать, чтобы моему питомцу у меня жилось очень хорошо. Молодец, Азиз. Да. Конечно, нужно заботиться о своем питомце. Он должен чувствовать твою любовь. Но ведь еще нужно будет уметь его накормить, чистить, следить за его здоровьем, играть с ним и гулять. Я уверена, что ты с этим справишься, и у тебя хватит терпения быть настоящим другом своему щенку. Ой, спасибо, Лолочка. Молодцы, ребята, правильно говорите и рассуждайте. Азиз, верное решение. Ведь животное – это не игрушка. И поэтому, прежде чем его заводить, питомца, нужно все узнать, разучить, как за ним ухаживать, лечить, чем его кормить. Верно? Чтобы потом не выбрасывать его. Тетя Мунира, а что же дальше случится с нашими героями? А они что, так и будут жить без крыши над головой, а? Не волнуйтесь, мои дорогие. А что дальше с ними будет, мы обязательно дочитаем сказку в следующий раз. Ой. А теперь, думаю, время прощаться, ребята. До свидания, ребята! До свидания, до завтра. До свидания, до новых встреч, мои маленькие друзья.